чемпион России, Европы и различных этапов Кубка мира по фехтованию на колясках. И, наконец, золотая медаль на прошедшей в Токио Паралимпиаде. Все эти регалии принадлежат уроженцу селения Герзель-Аул Гудермесского района Чеченской Республики Артуру Исупову. На подъезде к столице Чеченской Республики у стелы «Грозный город воинской славы» победителя встречают друзья, родные, представители муниципалитета. Каждый спешит поздравить чемпиона с победой. Как рассказывает сам Артур, путь к олимпийскому золоту был очень тернист, но он не сдался и не отступил. Артур, участвуя в Паралимпиаде Токио, чувствовали ли вы психологический аспект, насколько было сложно? Было на самом деле очень сложно, потому что из-за обстановки с ковид мы не выезжали на международные соревнования 2 года. И за эти 2 года все готовились дома, никто не знал, кто как изменился, к чему приготовился. И когда мы туда приехали, там было, надо быть внимательным было, потому что каждый фехтовал уже по-своему. За эти 2 года много чего поменялось. Ну и в принципе то, что это Олимпиада, она немного давит. Но тем не менее собрался, приготовился, настроился, но и все получилось. На ваш взгляд, какой противник для вас был наиболее сложным? Самый сложный противник это была команда с Китая. Первую встречу утром, самую первую встречу в группе, мы проиграли им. Но мы знали, что на тот момент мы не совсем проснулись, не совсем размялись. Это было раннее утро. Вот. Знали, что можем, но что-то в тот момент не пошло. Мы проиграли им первую встречу. Вот. Ну, следующие встречи мы с Ираком, с Италией выиграли. Зашли в четвертьфинал. Вот. В полуфинале мы встретились с командой из Англии. Ее выиграли уверенно. И встретились снова за первое место с командой из Китая. Утренний должок мы им вернули. И вот такой вопрос, конечно же, как вам вообще организация такого мероприятия, как Олимпиада? Как на ваше мнение, как японцы организовали Олимпиаду? Остались ли вы довольными условиями? Олимпиада это вообще как праздник в жизни спортсмена. А японцы, они настолько выполняют четко то, что должны делать. У них все четко, по полочкам. Если надо сделать так, то по-другому сделать вообще никак нельзя. Только так. Вот. Поэтому у них все очень на достойном уровне было организовано. А вот за эти 2 года у нас достаточно сложные условия были по всей России. Вы помните время локдауна, пандемия. Как вы готовились? Кто вам помогал в подготовке? Было очень сложно на самом деле подготовиться, потому что все было закрыто, у нас зал был закрытый. Вот, и я дома придумал небольшой тренажер. Какое-то время я готовился один на этом тренажере. Потом, когда более-менее поспокойнее стало, ко мне тренер начал приезжать домой. Но потом начали маленько зал открывать, и все, уже в зале готовился. Но, тем не менее, было сложно. Мы никуда не выезжали. А мы даже по России не ездили, не говоря уж про заграницу. Артур, ваш самый главный болельщик, кто за вас больше всего болел? Больше всех... За меня все очень хорошо болели. Вот. Прям все звонили, писали. Вот. Зилимхан мне, брат мой, постоянно звонил, болел, переживал. Поддержка очень чувствовалась. Я чувствовал, что меня аж прет от поддержки. Поэтому, может, поэтому иногда было чуть-чуть легче. Еще бы хотел поблагодарить Рамзана Ахматовича за поддержку спорта в республике и Министерство спорта республики за поддержку. Родственники, односельчане и друзья Артура подтверждают его слова и сегодня с большим ликованием и радостью приехали его встретить. Вичисление Бадыгач Ойер, он Гудермескере, он именно Саюртер Гирзель Аулира, Гумсре, он Науасва, Вайнохчичина Дохдазалдор, он Паралимпийс, он Перместяхан,
по фехтованию, я хочу дазал يدخل да ملاحظة دلنيشم по перспективе да شدعوا غير شو بو تنس كي بوخ بير بوشابو ما سؤال وين بيت بير بوشوق دال ملاوي إذا خسأت أخسو ختامة على و بتش حن رمز أخماتش برك على سو سبورت حالي أخن خي أخن إيش دا مسو أور مسو سبورتس من غدي شو مسو أور دون و تشيشيانسكي ريسبوبليك أو ليش ملو تك حالي ينعشو سو سارين بديش كم مسو ماتن برك على شو رصه شو ما مهتي. Во-первых, это не то, что честь для нашего села, для нашей республики, но и для всей страны, потому что наши паралимпийцы, наши олимпийцы выступали в Токио не под российским флагом, не под российским гимном, поэтому ребятам было очень тяжело. И тем, кто болел за них тоже, поэтому каждый пытался как-то поддержать, мотивировать их на хорошие результаты. Конечно, когда Артур вышел в финал, это для нас всех был, шок в хорошем смысле этого слова. И мы все болели, многие писали, общались. И когда он стал на пьедестал, на почетное первое место, конечно, всплеск всех эмоций, он уже вышел наружу. Все село праздновало, радовалось, и район, и республика, я уверен. Соответственно, в масштабах нашей страны и вся страна была рада. Подтверждением тому был теплый прием президентом Владимиром Владимировичем Путиным, награждение, общение. Поэтому, я думаю, это большое достижение для маленького села, нашей большой республики, нашей большой страны. Я, наверное, узнал это в тот же день, потому что я на связи был. Ночь и день в Москве. Там же и встречали мы его 30-го. Вот как узнал, я сразу уже распространил это все. А каковы были ваши вообще впечатления, помните, о том, что вот ваш брат завоевал золотую медаль? Это, конечно же, это это событие навсегда вписано в историю чеченского народа. بقدر أي سياق كان سن خزاخ احتير سن قيومات صوتي ومحكنا честь 70-летия Ахмад Хажин яқын о хазхета ворсо делересху масана балехтинир бадегмото и кузовани яқын хазхет хинди цаахун зайн халлагуду. Взяв небольшой тайм-аут для отдыха, Артур планирует начать подготовку к Паралимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году. А также он хочет открыть школу фехтования в Чеченской Республике для детей. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство «Грозный информ».